Сыктывкаре определили победителей первенства Республики Коми по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. На ринге спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 выступили более 70 боксеров. Лучшие из них представят Коми на первенстве Северо-Запада в Калининграде. Павел Королев пообщался с чемпионами. Филипп Марохин из Выльгарта готовится выйти на ринг. В боксе, как и в любом другом виде спорта, крайне важна поддержка тренера. И Владимир Билан старается настроить спортсмена к предстоящему бою. На турнир он выставил 2 бойцов, хотя мог, наверное, и больше. Говорит, сейчас на селе много перспективной молодежи. В Вильгарте популярный бокс. В данный момент у меня человек 35 ребят разного возраста ходят. Чемпионат республики – это многое что значит. Ребята набираются опыта, смотрят. Молодец, еще, Дима. Хорошо, молодец. Вот так, молодец, хорошо. Держи, красавчик. На ринге Ухта и Инта, на кону золото. В красном углу 14-летний Михаил Рудиков защищает честь жемчужины Севера. С самого начала соперник из Инты пытается работать первым номером и навязать свой сценарий поединка. Но Михаил не поддается и идет вперед. В итоге его хлесткие контратаки и молниеносные джебы по итогам 3 раундов склонили судей в его пользу. Хотя, по признанию ухтинца, победы можно было одержать еще в первом. Провел бой не очень хорошо. Противник был не очень тяжелый, можно было его сажать по печени еще в первом раунде. На подготовку было не очень много времени, потому что я болела еще. 2020 год весь был в коронавирусе, и мы не занимались очень много времени. Вот. Мы потренировались где-то уже в парах недели 2 и поехали на республику. Коронавирусный тайм-аут в прошлом году взяли все виды спорта. Были отменены соревнования, и Коми не стало исключением. Поэтому проведение республиканского первенства по боксу, пускай и согласно всем требованиям Роспотребнадзора, как глоток свежего воздуха для бойцов и зрителей, которые уже соскучились по боксерским баталиям. В последнее время соревнования были отменены. Это у нас после первого соревнования, после пандемии. С учетом всех норм мы решили провести эти соревнования. Ребята, да, в некоторых весах не готовы выходят, потому что не было возможности подготовиться, а в некоторых очень напряженные бои. Победители первенства будут защищать честь республики на северо-западе, а там очень серьезные соперники. Но юных бойцов это нисколько не смущает. Усердно тренируются и обещают держать удар. Павел Королев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар. И еще о спорте. В столице Коми завершилось первенство республики по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. Участвовали порядка сотни борцов из Сыктывкара, Печоры, Усинска и Инты. Победители в своих категориях, помимо наград, получили путевку на турнир Северо-Западного федерального округа. Он состоится в столице Коми. Уже 9 команд подтвердили свое участие. Все команды из Северо-Западного федерального округа, где культивируется вольная борьба, все приедут. Все соскучились по соревнованиям после долгого перерыва такого вынужденного. И ждем с нетерпением следующих соревнований. Как отмечают в Федерации, борьба в Коми популярна не только среди юношей. Треть участников первенства – представительницы прекрасного пола. И с каждым годом желающих записаться в секции все больше. В 2020 году постелили 3 ковра в 3 школах общеобразовательных, они стандартные. Это 21-я школа, 26-я и 38-я. И вот сейчас, в 2021 году, вот в начале года, мы открываем зал. Уже его ремонт сделали, постелили там ковры. Это в Ухте. У нас появится на карте Республики Коми дополнительная точка, это город Ухта. Там у нас не было вольной борьбы, там в основном развивалась греко-римская борьба, а теперь будем развивать и наш вид спорта. Как отметили организаторы, региональный турнир прошел на достойном уровне. Спортсмены доказали, что долгое отсутствие соревнований не повлияло на их физическую форму.